Human Rights Watch подвергла критике власти Китая, которые, используя экономическое и дипломатическое влияние, блокируют усилия международного сообщества и назвала китайские системы наблюдения за гражданами глобальной угрозой. В свою очередь, глава организации Кеннет Рот, которому был запрещен въезд в Гонконг, опубликовал доклад за 2020 год на пресс-конференции, которая прошла в главном офисе ООН. Осудив бездействие исламских стран, Организации исламского сотрудничества и генерального секретаря ООН, Рот сделал следующее заявление. Если бы Организация исламского сотрудничества осудила Китай за репрессии в уйгурском регионе, Пекину пришлось бы противостоять против 57 стран. Китайская экономика не способна бороться со всем миром. – 14 января информационный центр Восточного Туркестана посетили гости из Северного Рейна-Вестфалии. Вступительную речь произнес глава группы Ихсан Абдулла Кодаман, который призвал участников беседы быть осведомленными в вопросе освещения беспредела китайских властей. Глава информационного центра Абдуджалил Каракаш выразил свое сожаление по поводу молчания мусульман, в то время как западный мир предпринимает весомые шаги для прекращения китайского беспредела. В свою очередь, глава молодежного крыла культурного центра Абдусалам Расул заявил, что в мире нет страны, подобной Китаю, проводящему репрессивную политику в уйгурском регионе. Абдусалам Расул назвал действия Пекина государственным террором. В здании Фонда турецкой литературы, расположенной на площади Баязида, прошла конференция, посвященная Восточному Туркестану. Руководитель фонда ИСИ Юсуфа Альтекина и преподаватель Стамбульского университета доктор Омар Кул заявил, что безмолвие и нейтральная позиция тюрков и мусульман по отношению к ситуации в Восточном Туркестане может привести к тому, что уйгурский регион повторит судьбу Андалусии. Народ Восточного Туркестана подвергается геноциду и ассимиляции из-за своего этнического и религиозного отличия. Свыше 35 миллионов тюрков подвергаются гонениям и могут быть уничтожены, если мир продолжит бездействовать. Если в мире существует справедливость и достоинство, то принуждение не то что миллионов, но и одного человека к совершению какого-либо действия не может быть нормальным, подчеркнул Омар Кул. Президент США Дональд Трамп и заместитель премьер-министра Китая Лью Хе подписали первый этап торгового соглашения. Трамп сделал заявление на церемонии, которая прошла в Белом доме. В своем выступлении Трамп подчеркнул, что сделка стала поворотным моментом. «Сегодня мы подписываем первый этап торгового соглашения с Китаем, что является очень важным шагом. Это намного больше, чем любое предыдущее соглашение», – сказал Трамп. Президент США подчеркнул, что стороны начали работу над вторым этапом соглашения. Экономическая война между США и Китаем началась в марте 2018 года с дополнительных тарифов, введенных США на некоторые товары, импортируемые из Китая. Федеральная прокуратура Германии начала расследование по делу граждан, подозреваемых в шпионаже в пользу Китая. Согласно журналу «Шпигель», задержаны бывший дипломат Евросоюза и 2 сотрудника немецкой лоббистской компании. Прокуратура подтвердила, что полиция провела обыск домов и офисов в Берлине, Брюсселе, провинции Баден-Вюртемберг и Баварии. Задержанные обвиняются в передаче информации китайской разведке.